Итак, мы возвращаемся в эфир. Александр Бубнов и Нобель Рустамян в студии. И оценки «Локомотива» хочется послушать. Янбаев, получил всего 28 технико-тактических действий, сделал 32,1% брака, двойка. Печинович, который его заменил, 50 сделал технико-тактических действий, 34% брака, двойка. Дюрица, 87 технико-тактических действий, 26,4% брака, четверка. Чарлука, лучший игрок, на мой взгляд. И на взгляд экспертов других тоже. 100 технико-тактических действий, 17% брака, пятерка. Шишкин, желтая карточка, 78 технико-тактических действий, 34,6% брака, двойка. Михалик, желтая карточка, 88 технико-тактических действий, 26% брака, четверка. Фернандеш, 64 технико-тактических действий, 17,2% брака, пятерка. Самедов, 90 технико-тактических действий, 35,6% брака, двойка. Бусуфа, 68 технико-тактических действий, 27,9% брака, тройка. Касаев, гол забил, 77 технико-тактических действий, 31,2% брака, тройка. А гол? А 31,2% брака — это двойка. Можно было добавить, кстати говоря, полбалла, 4. 3 с плюсами. 4 с минусом все же звучит лучше. Как хочешь. Дуэ, 71 технико-тактическое действие, 45,1% брака. Если бы не поучаствовал, а мы с тобой говорили, поучаствовал в этом голе, во всяком случае, он повлиял на действие Реброва, тройка. И Шишуков вышел, 17 технико-тактических действий, 52,9% брака, единица. И Майкон, 22 технико-тактических действия, 50% брака, единица. Брак, 840 технико-тактических действий. Кстати, Локомотив больше Спартака сделал. Брак 30,2% брака. У Спартака 37,8%. Это в конце концов и сказалось. Оценка за игру тройка. Перспектива «Локомотива», на ваш взгляд? Ольга Смородская заявила о том, что «Локомотив» будет бороться за высокие места, в том числе... То, что Ольга Смородская мне заявляет, меня давно уже не интересует. Но она президент, официальное лицо клуба. Вы должны ее тоже слушать, читать. Много. Я ее не должен и не слушать, и не читать. Это она пускай меня читает. Я слушаю Божевича, профессионального тренера, которого я неплохо знаю по работе в Амкаре, в Динамо и в Ростове. Так он сказал, что для Локомотива реально бороться за еврозону. Какую еврозону? Это важный момент. Лигу Европы. То есть не Лигу чемпионов. Это вы мнение разделяете, Миодрага? Разделяю. Это реально, во всяком случае. Хорошо, давайте смс-ки читать. Их очень много. Какое-то невероятное количество. Александр Викторович, кто, на ваш взгляд, лучший игрок первого круга чемпионата России? Гарай, Вальбуэна, Жуазиньо, Думбия? Или кто-то другой? Судя по тому, по какому вкладу он вносит, я обычно лучшего оцениваю по тому вкладу, который он вносит в команду и как он влияет на это. Если это брать, то Думбия. Думбия? Да. А Гарай, которым вы восхищались, или Вальбуэна? Понимаешь, дело в том, что... Думбия в Лиге чемпионов играет блестяще. Об этом и речь. В чемпионате России он... Об этом и речь, понимаешь? Он большой вклад вносит на самом высоком уровне. Вальбуэна. По Вальбуэне мы будем судить все-таки по этому сезону, видно, что выдающийся футболист, все, но с учетом того, что он не сразу попал, правильно? Плюс еще у него аппендицит был, Да, к сожалению, поэтому здесь он еще не показал весь свой потенциал, хотя и так видно, что это игрок высокого уровня. Поэтому в этом смысле я все-таки предпочтение Думбии отдаю. Пока. Еще одна смс-ка из Нижегородской области, уже воспоминания, видимо, человека. В начале 80-х читал в газете «Труд» письмо игроков «Динамо» против Бубнова, его перехода в «Спартак». Первая подпись была Толстых. Это не в Труде. Можно историю напомнить? Это не в Труде, это было в «Комсомольской правде», это была заказная статья. Заказная статья? Да, против вас?
А ты что, в советское время что, не знал, что... Ну, я мало жил в советское время, к Да, сожалению. ты вообще не жил, слава тебе, Господи. Вот, поэтому, да, это заказная статья была. Кем Вот, заказная руководством московского «Динамо», после того, как я решил переходить в московское «Динамо». В московский «Спартак» из московского «Динамо». Вот, я думаю, те игроки, которые подписались под ней, она называлась «Вскружила в голову игра», я даже помню. Как называлась? «Вскружила голову игра». В «Комсомольской правде» была. Кстати, они ее куда-то дели, ее в архиве нет. Но у меня есть она в архиве, я найду там. Я специально ее выразил и оставил. Текст этого письма. А о чем, да? Расскажи, пожалуйста, интересно. Там, что я и дебошир, и пьяница, и аморальный тип, понимаешь, короче. Вот, рвач, между прочим. Какие обвинения серьезные. Да, серьезно. Тем более советские времена. Да, тем более коммунист, понимаешь, чем дело. По советским временам... Вы же коммунистом были? Да, это волчий билет. Как такого чудака в партию приняли, вообще непонятно. Вот. Текст этого письма не авторы, которые под ней подписались, а подписались Толстых, Гонтарь, Газаев и Минаев. Вот. Он даже только одного Толстых, а они 4 подписались. Текст Но у вас потом с Толстых были добрые отношения вплоть до... Как раз вот неплохие отношения были. У меня свидетель на свадьбе был как раз вот до этого письма. А, до письма? Конечно. А потом вы с ним... Вы же его поддерживали, когда он приходил во власть РФС. Я помню прекрасно. Да, но я не думал, что он так себя вести будет. То есть у вас все же отношения после письма нормализовались. И что он марионетка, мутко, понимаешь, что дело? Но это ладно. Вот. Дело в том, что они даже текста не знали, потому что в этом тексте была допущена ошибка. Александра Александровича Севидова неправильно по имени-отчеству назвали. Они даже имя-отчество его правильно не знали. И Севидов потом как раз писал сам, что те претензии, которые выдвигались ко мне, вот, и то, что у меня были с ним серьезные ноты, скажем так, ему со мной было тяжело работать, что это все вымысел и ложь. Вот, это Сан Саныч потом опровергал всю эту информацию. Так, читаем дальше. СМСки правильно Кутин. Фарид написал нам СМС-сообщение. Вы можете прислушаться. Учтем, я тоже учту. Правда, что вы никогда не употребляли спиртные напитки? Правда, я даже пиво не пью. Но никогда не выпивали. Это СМС-ка из Свердловской области, между прочим. Да, это правда. Хорошо. А почему у нас в чемпионате России мало движения у игроков на поле, особенно когда команда начинает владеть мячом? То игроки без мяча вместо того, чтобы двигаться и так далее. Ну, это все от тренеров зависит. Как функциональная подготовка, так и движение игроков. Но я хочу еще сказать, что скорость игры зависит, правильно, от функциональной подготовки, но скорость игры еще зависит от понимания игры раз и от технического оснащения. Чем ниже техническое оснащение, тем ниже скорость игры, потому что очень много браков. Еще одна смс, кто сильнее, Божевич или Якин? Владимир Стуапсе интересуется. По мне так Божевич. Хорошо. Вопрос по поводу ТТД. Вам предоставляют записи с камер для подсчета ТТД или вы одним эфиром пользуетесь телевизионным? Это важно, потому что вы знаете, в эфирах бывают паузы, другие камеры, это важно, и вы не все можете считать. Я уже проверял. Я уже это проверял, и я брал запись с камер, которые показывают, обычно снимают операторы футбольных команд, они полностью матч записывают для разбора, да, и потом брал запись телевизионную, да. Вот. И когда сравнивали показатели, там разница есть, потому что там крупный план показывает, повторяет моменты и иногда пропускается. Но когда посмотрели, как вот этот пропущенные моменты, каким образом они повлияли на игру, потому что обычно это показывает, когда мяч там в аут ушел, там, или его вводят. То есть он на игру практически никаких Но погрешность есть. Погрешность есть, но погрешность в основном в чем есть? Погрешность, что получается меньше технико-тактических действий, да? Естественно, и на процент брака это влияет, того или иного игрока. Но когда стали выяснять, насколько эта погрешность влияет на результат игры, он никак не влияет. Да? Да.
Кстати, был вопрос, я когда был в Казани сейчас накануне, меня любители футбола, ваши поклонники, между прочим, спрашивали по поводу ТТД, можно ли применить ТТД в мини-футболе? Технико-тактические действия можно... Или в футзале. Технико-тактические действия можно применять везде, потому что все спортивные игры, они построены на технико-тактических... И в хоккее тоже есть технико-тактические... Но в мини-футболе можно? Можно, да. Все, Казань ликует сейчас, так понимаю. Клуб знатоков любимой игры миллионов. 100% футбола на Спорт ФМ.